Ашхабад, столица Туркменистана. Идет массовое, жестокое уничтожение всех уличных животных. Мне пишет огромное количество людей по поводу Туркменистана, но есть одно «но». В стране действует абсолютно авторитарный режим, диктатура, репрессивный режим, строжайшая цензура. Всех тех, кто пытается защитить животных, избивают, отнимают телефоны, разбивают телефоны, грозятся уволить с работы, врываются в квартиры. Идет абсолютное, тотальное запугивание и уничтожение тех, кто пытается придать это огласке или как-то помочь. Закон о собаководстве и кинологической деятельности был принят в Туркменистане 25 июля 2022 года. А 19 марта 2022 года президентом стал Сердар Бердымухамедов. И, судя по всему, именно он был инициатором данного закона. Возникает вопрос, почему в стране этот закон не действует, а действует обратный? Абсолютное уничтожение. Средь бела дня, самыми жестокими и изощренными способами. Собак-кошек сжигают, бьют об асфальт, снимают скальп, кидают на глазах у детей и людей в клетки на растерзание львам. Содержат они в каком-то там ангаре, в яме, их сжигают. Раньше туда пускали людей, чтобы они хоть как-то подкармливали. Сейчас не пускают никого, усилили охрану, полицию и так далее. Людей отвозят в реанимацию, они падают в обморок от увиденного. Это что такое? Это фашизм, это концлагерь для животных. Это абсолютнейший геноцид. Данными убийствами, разумеется, занимаются службы отлова и коммунальные службы во главе с особо жестокими живодерами. Страна изолирована практически от внешнего мира, внутренний и внешний туризм не развит, то есть это абсолютно закрытая страна, поэтому, видимо, мир не знает о том, что происходит. И здесь нужно, спросить у президента, для чего этот закон. У вас же в столице, в Ашхабаде, стоит памятник Алабаю, 15-метровый, огромный, из позолоты, монумент в честь защиты этой породы. Идет видеотрансляция с кадрами о собаках, об этой породе. Как вы можете так беспредельно уничтожать? Не совсем понятно, с чем это связано. С деньгами, как в Казахстане, как в России, да, что выделяются деньги, и для того, чтобы эти деньги разворовать, уничтожают животных. Или вы в принципе такие жестокие средневековые дикари. Но этому убийству нужно положить конец. Мир должен узнать о том, что происходит. Люди запуганы, боятся, они вообще боятся что-либо делать, их уничтожают сразу. Поэтому большая просьба именно к зоозащитным организациям и фондам по защите животных не бороться внутри, потому что вас уничтожат, а выходить снова на международный уровень и привлекать крупные международные организации по защите животных для того, чтобы остановить это массовое убийство не только животных, но и людей.